С детства помню умелые руки отца и с прищуром улыбчивый взгляд. Тень забот никогда не сходила с лица войну переживших ребят. Он судьбу никогда не пытался винить, все своим добывая трудом. И в суровые дни научился чинить и одежду, и примус, и дом. Он всегда презирал торгашей и менял, подлецом называл подлеца. С малолетства я эти черты перенял и ценю до сих пор от отца. И когда что-то в доме ломается вдруг, кран течет или вырублен свет, я привычно чиню. Пылесос, утюг, телевизор, велосипед. Нынче западный мир мы узнали в лицо. Он вальяжен, циничен и крут. Поломалось на свалку, и дело с концом. Все, что хочешь, домой принесут. Этот мир потребления, черт воплоти. На запреты наложен запрет. Все плоды человечества, только плати. Она нет, соответственно, нет. Потребительство – это опасный недуг. Дело дрянь, коли дашь прорасти. Ну а если, к примеру, сломается друг, починить или на свалку снести? Нас жестоко испытывали времена, хоть не принято время бранить. В 90-х внезапно сломалась страна. Но не все ее стали чинить. Отказавшись стирать застарелую пыль и привинчивать гайки к болтам, кто-то родину сдал торопливо в утиль и купил себе новую там. Перетряхивать грязное чье-то белье, что вы, я не ханжа и не сноб, но уверен, что все получили свое. Кто-то в торбу, а кто-то и в лоб. Никого не виню. Каждый сам себе суд, да и выбор у каждого есть. Огорчает, что быстро пустеет сосуд, где содержится совесть и честь, где ведет Ариадны заветная нить к нашим древним корням в старину. Ну, а я продолжаю упрямо чинить холодильник, часы и страну. Браво.